Начинатель нашего рода Пантелеймон Егорович Готовцев, Басатыгыт. Пантелеймон Егорович входит в число первых грамотных якутов, происходил из знатного рода Танда-Агауга. Князьями род Готовцевых был с конца XVIII века. Его предки были образованными людьми, которые получили образование в Якутске и Иркутской области. Его дед, при крещении получивший имя Никита Готовцев, имел 4 сыновей, которым при крещении были даны фамилии Готовцев, Заволоцкий, Турантаев. Потомки Готовцевых были известны как грамотные, дипломатичные торговцы, деятельность которых простиралась с востока до севера Якутии. Численность голов скота и лошадей семьи достигала 400 голов. Из этой многочисленной родни многие служили головами Баягантайского улуса, письмоводителями. С 1881 по 1911 годы Пантелеймон Егорович был князем кангаласского наслега Баягантайского улуса, затем головой Баягантайского улуса. С 18 лет служил письмоводителем в областной управе и у головы Баягантайского улуса. Был делегатом первого всеякутского съезда, секретарь областного правления, попечитель Тандинской церковно-приходской школы. Был делегатом инородческого съезда по поводу 300-летия дома Романовых 1912 года. 21 февраля 1913 года Пантелеймону Егоровичу предоставлено право ношения на груди высочайшей учрежденной в память 300-летия царствования дома Романовых светло-бронзовой медали. Приказ об этом вышел 14 апреля 1913 года за подписью якутского губернатора, вице-губернатора, делопроизводителя. Дружил, вел переписку, помогал в составлении трудов Эдуарду Пекарскому, Льву Левенталю, Вацлаву Сирошевскому. Пантелеймон Егорович оставил о себе добрую память, в первую очередь как крупный знаток, собиратель и пропагандист устного народного творчества, обычаев и уклада жизни якутского народа. О том, что Пантелеймон Егорович был первым исследователем Баягантайского улуса и что все свои собранные материалы и сведения он передал ученику Сибиряковской научно-исследовательской экспедиции Полицильному Льву Григорьевичу Левенталю, отмечается в книге «Усть-Алданский улус. История, культура, фольклор». Наш прапрадед был попечителем Тандинской церковно-приходской школы. Такие учреждения считаются первыми учреждениями образования в улусах. Церковно-приходская школа при Тандинской Николаевской церкви была открыта 8 февраля 1892 году. В первый год там училось всего 4 детей. Детей обучали закону Божьему, церковному пению, церковно-славянской грамоте, русскому языку, арифметике, чистописанию. С 1892 по 1897 годы дети учились в доме дьяка. Здание для школы было построено лишь в 1897 году. В Первую мировую войну был в числе первых, кто оказывал помощь фронту. Умер в 1920 году в возрасте 64 лет. У них с супругой не было своих детей, поэтому Пантелеймон Егорович взял на воспитание сына брата Дмитрия Леонтьевича, Феофана Дмитриевича и дочку родственников Матрёну Тихоновну Готовцевых. Смышленого и умного не по годам мальчика звали Феофан Дмитриевич Готовцев. Как известно, знатные люди в давние времена брали на воспитание детей своих родственников. Сыновьям и дочкам, которые с малого возраста выказывали желание и волю учиться, как правило, давали хорошее образование. Так случилось и с Феофаном Дмитриевичем, моим прадедом, которого взял на воспитание Пантелеймон Егорович. Мальчик вырос полной копией своего названного отца. Был человеком пытливого ума, невероятно предприимчивым, хорошо образованным. Люди любовались его внешностью, харизмой, чувством юмора. Где бы он ни оказался, люди собирались вокруг него. Для многих он был благодетелем, братом и отцом.
Десяткам людей он помог встать на ноги, имел немалые средства, и так же, как и отец, Феофан не жалел средств на обучение своих родных, близких, добрых знакомых, выделял средства на различные издания, которые бы помогли увековечить историю родного народа. Говорил про своего отца наш дедушка Рева Феофанович. Феофан Дмитриевич Готовцев, первый кооператор Усть-Алданского улуса, попечитель и меценат. С установлением советской власти тогдашнее руководство страны поставило целью снабдить население страны всем необходимым продовольствием, организовав торговые организации. В те времена в республике были созданы организации потребительской кооперации, которые всего за пару лет стали насчитывать огромное количество членов. С 1919 по 1921 годы Феофан на лошадиных упряжках занимался продажей в низовьях речки Танда, снабжая все близлежащие на слега продовольствием, одеждой и необходимым в быту вещами. Но в 1921 на территории Якутии стал бушевать огонь гражданской войны, самые ярые активисты которой частенько нападали и всячески препятствовали работе совсем молодой потребкооперации. После окончания войны именно Феофан Дмитриевич являлся тем человеком, который стал восстанавливать и налаживать работу кооперации Усть-Алдана. При Феофане Дмитриевиче потребительская кооперация Якутии встала на ноги, приобрела всю мощь и силу, которую не теряла все время своего существования. Долгие годы работы были вознаграждены орденом «Знак почета», медалью за доблестный труд в Великой Отечественной войне. О его трудоспособности и верности своему делу говорит тот факт, что он был делегатом 7-го съезда кооперативов Якутии 1925 года. Участники и делегаты с одобрением и интересом выслушали его доклад об опыте работы в кооперации республики и родного Баягантая. Прадед Феофан Дмитриевич был человеком проницательным, который всегда думал наперед. Об этом свидетельствуют рассказы нашего дяди Василия Алексеева, который вплоть до своей кончины в 1998 году называл прадеда своим отцом. Ведь именно благодаря ему я смог восстановиться после ранений в Великой Отечественной войне, встать на ноги, получить образование и стать профессором математики, рассказывал дядя Вася, частенько останавливаясь у нас по дороге в родной Тюлях. Имя Василия Алексеева носит Мюрюнская юношеская гимназия имени Василия Васильевича Алексеева. В присвоении гимназии его славного имени проделала большую работу наша мама Раиса Готовцева. Феофан был женат на дочке знатного рода Алексеевых из тюляхского наслега Матрёне. Он много помогал племянникам супруги Матрёны, в том числе в получении образования. Изучая архивы в течение последних 3 лет, я нашла десятки свидетельств того, что прадеда благодарили за добрую помощь, товарищеские наставления десятки представителей интеллигенции того времени. Эти снимки и подписи я обнародую впервые. Более 100 лет они хранились в архиве моей семьи. Я обнаружила молодые фотографии Васи Алексеева, в которых он с нежностью называет прадеда любимым отцом. Обнаружила коллективные фото, на которых с моими родными запечатлены якутяне, стоявшие у истоков формирования государственности Якутии. Кюлюмнюр, Аюнский, отец основоположника якутской литературы Николая Неустроева, Денис Неустроев и многие другие. Я общалась всего с парой историков, краеведов, и они с восхищением отметили, что почти все фотографии уникальны, и кроме архива моей семьи, их, возможно, больше нет нигде. Так я обнаружила фотокарточку Николая Каемова, на обороте которого аккуратным почерком написано «Любезному дяде Феофану». Прадед вел переписку со своими подопечными, они дарили друг другу свои фотокарточки, подписывая их тепло и нежно. Любимому, милому, любезному отцу, дяде Агабар Бекера. О великодушии и дипломатии Феофана рассказывает факт, который мне рассказала наша тетя Ульяна Прокопьевна Слепцова, родная племянница супруги Феофана.
Аммана ниңин сәрилэхэн баран кыйтыран хотторон туоханан тааттынан чурапчынан араха ханнара күрээри ду хайдах ду босойка кэлэни хэру хүйдиэн кэпсään кэлбет. Onu bolana босойка кэллаана кимнэха хөджэра болла диэннэр араха бэхөйлэк нахатта тугорыңын хөджбата булла. Чараха мага хыннаах сэргэ фиэфан килименнерге хөджэра булу дебиттер. Крестака түйләкка маңһыннага бит ол камигар государственный маңһына бит бейдин кене чааны болбатак. Onun bolana туох сүвелеһи болар быгла болбут быгла онун эһиги же ого жактардыр огону жактыры бараларын ижже бырананныгар барың дебиттер. Онно бараңытте туох Отчуа палатканын диэнкалидоттон лапнигинен иңин онон манан отунан араха хонор сириңин оңостуттарыңин нәбитте. Кыгырдагана санаата туактабатагана өлөттүгөн диэннар өлөрүгө ден коттунамлар эбит. Onu bulana ne piyapan ostu bego bolbu de. İyem kapsirine. Jonnorun ol baratın ol burananları pıt. Ona katın kriyeste kanarat tukar uhun konu var kriyeste diyen. O kriyeste kanarat tukar otto oksongu tenginneğin onu siyemeten kutan birengi manna killer bekka tantak anaktar kıtın naha ayma bakka tutangıt tığa ıgıt debit. Keni beyete olğana ja as ölbegini belemnepet. To onu kömele her jonu hallar bota ulusu tı hoğut jonu. Onun onna baran kehilanı tığpıtyen arı onna etingen onnuk mannakça oççotağa as onnuk burduk bollade. Belemnepet onna epet. Jeti etinten iti beyem kene horgo beyebit kene otton iti kehilanı tarbup bollana mağahın kene onun çıkan nikitun erginen bartaqpıtına haydağamagının telehöxü bolayını diyen o kehitinin soğayanı tığpıtay kıhırdanı manna kırgıtalan bargaqtara diyebitler. Негынан болланы жоммут оғоду күрэ албыттар, күреппет. Жо ол кехилere келет, туақта көрсүй бұға туғара ұға құрдық олық манылан таңас саппығы тәргеніңінен пиепан туақта жақай үшуелді кәпсетен өссі кехилен ұппытығыр ажақай бағы балан бұраннар қалыма ден сірінен түнді біттер. Ошы бұл сылай нәхилеге бұға Оны құрдық кені болар. Onu bollanna nehilekten nahal bak bolan saxsanlahaman serili kellilerimin serili hekellilerin diyenler tuaqtara bu sakıhıraqtara diyenler jonu musbata xajao ledaqna behina ayaqa hina lewaqtara manna bagallaha ma maana debitler. Пантелеймон Егорович также воспитал дочку Матрёну Тихоновну Готовцеву. Названные родные сестра и брат Феофан и Мотя дружили вплоть до самой кончины. Очень тепло отзываются друг о друге в подписях многочисленных фотографий нашего архива. О Матрёне Тихоновне есть много сведений в архиве Тандинского музея. Вот отрывок из ее биографии. В 1923 году во время нашествия генерала Пепеляева Матрёна Тихоновна была назначена разведчиком-агитатором в тыл врага. Она отправилась на Баягантайскую землю, получив четкое руководство от Максима Кировича Амосова и Карла Карловича Байкалова. Как настоящий разведчик Матрёна переплавилась и ступила на противоположный берег Лены через местность Дайдунской под покровом ночи. Путь ее был долг и сложен. Известно, что она переночевала в местности Харагатөрдө у семьи Галактионовых. Когда ее шпионские планы были замечены бандой белого генерала Ракитина, она вынуждена была бежать на лошадиных упряжках. Мотя добралась до Тамтора Усть-Алдана, далее ее путь пролегал в сторону Якутска. О ее героическом пути подробно описано в архивах Тандинского музея. Сестра нашего прадеда работала заведующей женского отдела исполкома Якутского округа. С высокой трибуны Якутского 3-го съезда Советов 1924 года Матрёна Тихоновна говорила о правах женщин, борьбе с пьянством, привлечении местных кадров на золотых приисках Алдана.
После активного выступления в съезде Советов она получила прозвище «Харачас в юбке». Городские жители, удивленные смелостью и отважностью девушки, с восхищением говорили: «Это женский Харачас, беспартийный большевик». В 1933 году была репрессирована, 4 месяца была под заключением в Бутырской тюрьме города Москва. В этом страшном месте оказывались в разные времена известные люди с разными судьбами: Владимир Маяковский, Александр Солженицын, Осип Мандельштам, конструктор космических ракет Сергей Королёв и многие другие. В одно время с Матрёной там побывал Варлам Шаламов. Автор колымских рассказов написал об ужасах Бутырки серию рассказов. Была активистом общества Сахаумук. Она закончила якутские фельдшерские курсы в 1929 году. Более 10 лет работала фельдшером в селе Чечемах Таттинского улуса. Мотя умерла от порока сердца в 1944 году. На десятках фотографий архива моей семьи на нас смотрят Гаврил и Иохим Готовцевы, также братья нашего прадеда. Иохим, по рассказам дедушки и мамы, был ложно обвинен в контрреволюционной деятельности. Долгое время скрывался в горах Аймеконья. В 1930 году Иохима не стало. Иохим Николаевич также вел активную общественно-политическую деятельность, ратовал за образование и просвещение детей, искоренение безграмотности. С многочисленных фотографий на нас смотрит молодой Гаврил. На подписях к фото прадед с любовью подписывает: «Ганя Гаврил Иванович». Мы можем наблюдать взросление Гани на фотографиях. Вот он, маленький мальчик рядом со старшим братом Феофаном. Вот он, совсем юный, далее мы можем наблюдать его в более взрослом возрасте. К сожалению, Гане не суждено было состариться и даже дожить до среднего возраста. Он, так же как и брат Иохим, был приговорен к расстрелу по обвинению в контрреволюционной деятельности. 22 марта 1929 года он скончался в Казанской объединенной больнице мест заключения. Родные рассказывали, что смерть братьев, гонения, ложные доносы, боязнь того, что за ними могут рано или поздно прийти, сильно сломила Феофана Дмитриевича. Ведь он был очень близок с Иохимом, Ганей и Мотей. Трагическую судьбу братьев повторил и их брат Мефодий. 5 лет назад, благодаря соцсетям, я нашла родственников по линии Готовцевых. Помню, как сегодня открыла соцсеть, а оттуда на меня смотрели двое – Ганя и Иохим. Каково же было наше удивление, когда обнаружилось, что это единственная уцелевшая фотография семьи является собственностью правнучки Готовцева Мефодия Иннокентьевича, учителя из Баягантая, который, как и братья Иохим и Гаврил, был расстрелян в 30 году. Оказалось, что у Мефодия осталось 4 детей. Мы познакомились с его правнучками и до сих пор поддерживаем теплые отношения. Вот так мы восстановили родственную связь, которая была утеряна столетия назад. У Феофана было 3 детей. Старшая Аграфена получила образование телефонистки, долгое время работала на телефонной станции села Барагонцы. У нее есть одна дочка, Люция Петровна Готовцева. К сожалению, Аграфена всю жизнь мучилась от туберкулеза, и болезнь забрала ее несправедливо рано в 1950 году. Ее единственная дочка Люция Петровна, кандидат сельскохозяйственных наук, лауреат Государственной премии в области науки и техники, заслуженный агроном Республики Саха-Якутия, отличник сельского хозяйства России, почетный гражданин Хангаласского улуса, ветеран труда. Она является автором 6 сортов черной смородины, 2 из которых носят звучные названия Мюрючайне и Люция.
У Люции Петровны 2 сыновей, 6 внуков и 4 правнука. Она живет в городе Покровске. Вторым ребенком в семье был Пантелеймон, который был назван в честь дедушки. Пана закончил судомеханическое отделение Якутского речного техникума. По рассказам родных, Пана был больше всего похож на своего отца и деда, был таким же общительным, трудолюбивым, не по годам умным и проницательным. На его очаровательном лице всегда сияла улыбка, рассказывали о нем родные. Изучая архивы, я поняла то, что Пантелеймон увлекался фотографией. Точнее, даже не увлекался, а занимался этим вполне профессионально. На десятках фотографий его авторства можно наблюдать всю картину навигации Якутии с 30 по 45 годы. Фотографии все подписаны его аккуратным почерком. Здесь изображены друзья и однокурсники Паны, фотографии самых различных судов. Пана служил на пароходе «Пропагандист», участвовал в походах по снабжению продовольствием и древесиной всей Южной Якутии. К сожалению, всего через пару лет после окончания учебы и начала работы в навигации Пана умер от воспаления легких. В то время как его настигла смерть, он был на очередном плавании, но несмотря на все сложности пути, его тело было упокоено 23 января в 1945 году на родной земле. Об этом позаботился его любимый отец. К сожалению, молодой Пана не успел жениться и обзавестись детьми. Третьим, самым младшим ребенком семьи был наш дедушка Рева Феофанович. Так же, как и отец, человек необычайно прозорливого ума, невероятно талантливый и творческий. Дедушка всю жизнь работал в промкомбинате села Барагонцы, изготавливал мебель для всего Улуса, также трудился художником в кинотеатре «Дружба». В 1955 году дедушка поступил на исторический факультет Якутского государственного педагогического института. После смерти отца Феофана и дочки Аграфены его мама Матрена осталась одна с внучкой на руках. Поэтому Рева вынужден был бросить учебу и вернуться на родину, так как был единственным кормильцем семьи. Дедушка остался в нашей памяти как самый добрый, милый и великодушный человек, который всегда заливисто смеялся и постоянно что-то мастерил, трудился по дому. Дедушка всегда был предприимчивым, изготавливал в советские годы мебель для всего Улуса, поэтому его семья считалась одной из самых зажиточных семей барагонцев. Каждое лето они улетали отдыхать на юг, всегда одевались по последней моде и содержали дом в безупречном состоянии. У дедушки с супругой Марией Григорьевной Жирковой родилась одна единственная дочка, наша мама Раиса Ревовна Готовцева. У мамы родилось 3 детей: старший брат Виссарион, я Люция и младшая сестра Матрена. Наша мама всю жизнь проработала в военном комиссариате Усть-Алданского Улуса. Они с папой воспитали нас с осознанием причастности к своему роду, своим примером показывая, насколько важно знать свое происхождение, родных, историю. Свидетельством принадлежности к роду Готовцевых являются наши имена – Люция и Матрена, имена наших родных. Старший брат и его сын Марк носят фамилию Готовцевых, чтобы эта славная фамилия могла передаваться из поколения в поколение. Мама активно занималась исследованием рода Готовцевых. Вместе с фондохранителем Тандинского историко-архитектурного музея Ефросинией Константиновной Колодезниковой и краеведом Александром Ивановичем Турантаевым она собрала и каталогизировала десятки свидетельств жизни и политической общественной жизни Пантелеймона, Феофана и их прародителей. Вместе с ними мама составила семейное древо, корни которого уходят в далекую древность. Собирала любые упоминания в средствах массовой информации, помогала журналистам в составлении статей, активно работала с музеями Улуса. Раиса Ревовна бережно сохранила десятки предметов быта и интерьера. В нашем доме хранится мебель, подаренная ссыльными поляками прапрадеду Пантелеймону Егоровичу. Прекрасно сохранены старинные подсвечники, посуда конца XIX – начала XX веков.
Диковинные самовары, утюги, весы, огромный дореволюционный сундук с портретами царских особ и многое другое. Мама помогала ученикам школ Баягантая и Мюрюнского наслегов в составлении рефератов и докладов. Она всегда говорила, чтобы мы, следующее поколение, знали свой род, происхождение, историю. Теперь эта миссия по сохранению, увековечиванию, освящению и приумножению возложена на нас. Мой путь к увековечиванию их жизненного пути, славного имени, только начинается. И я постараюсь сделать все возможное, чтобы выполнить заветы своей мамы.